Даудакиев приехал на эту встречу, чтобы рассказать молодому поколению об ингушских адатах. Мужчина напомнил студентам о строгих правилах жизни ингушей. Подрастающее поколение должен знать, как вели себя, как они относились к этому кодексу чести, кодекс этики. Воспитание молодого поколения, согласно ингушским адатам, это сохранение национально-культурной идентичности. Все эти правила и особенности народа складывались сотнями лет. Мудрые наши предки создавали свод правил, согласно которому они жили, поддерживали семейные и политические связи, решали споры и разногласия. И чтобы все накопленное годами не исчезло, знания нужно передавать молодым. Проанализировав ситуацию республики с молодежью, мы поняли, что, возможно, нужно и сделать акцент на воспитание, патриотическое воспитание молодежи, рассказать им про наши адаты, про нашу культуру. Не то, что нам этого не хватало, не скажу, что наша молодежь об этом не знает или знает плохо, но все равно лишняя информация, и чтобы более углубленно дать про это знание, не помешает. Вставать, когда заходят старшие, проявлять уважение к родителям, вести себя достойно при общении с противоположным полом. Свод правил на каждом этапе жизни человека от рождения и до смерти передавался из поколения в поколение. И этот непрерывный цикл, по мнению участников встречи, не должен оборваться. Эти встречи приносят очень большую пользу, потому что мы сохраняем издел, и это передается нашему поколению. Если мы не сохраним, то это дальше не продолжится. На нас ответственность – это принять то, что они говорят, и передать нашему поколению. Ему мероприятие, что цехалычи, у молодежи, сосуду хамхахц ахан, да арбялычи, шейхоз вугдахук дизи, шейфадиди схош хладци молодежь. Судохни массиханы, цан напоминать, что да адутсыш. Ему мероприятие, чаще хлычи, пикхетуртхуна, захамду сударца. Проект СИ – это не просто акция-однодневка. Представители Коммолодежи Республики составили план мероприятий, которыми они хотят охватить различные образовательные учреждения республики. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Новости 24.